Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня проект «Испытано на себе» находится в училище Олимпийского резерва. И сегодня я попытаюсь окунуться в мир олимпийского вида спорта, в частности, в стрельбу из лука. Что за уникальный вид спорта, в чем его прелести и как происходят тренировки, узнаем сегодня. Ну а самое главное, расскажем вам и поделимся эмоциями. И сегодня в этом мне поможет выпускница училища. Знакомьтесь, это Николь. Николь, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим, как вы попали именно сюда и почему выбрали именно эту дисциплину и сколько лет вы обучаетесь? Стрельбой из лука я занимаюсь уже 10-й год, вот уже 11-й пошел. Стрельбой из лука меня мама записала в эту секцию, и вот по сей день вот стреляю, тренируюсь. 10 лет? Да. А в училище сколько лет надо обучаться? В училище я пришла в 8 классе, и вот в первый курс тоже поступила. 8-9 училась и перешла на первый курс. Но сегодня ты уже выпускница, пишешь дипломную работу, да? Вот сначала давай поговорим вообще о том, что же за уникальный вид спорта, ну и в чем заключается основной его смысл. Стрельба из лука, это эстетичный, красивый вид спорта. Он очень спокоен, требует спокойствия, внимательность, все такое. Смотри, если в целом, многие, наверное, телезрители думают о том, что, стреляешь и стреляешь, ничего сложного нет, тело вообще практически не задействовано. На самом деле, дорогие друзья, это не так, правильно? Да. В стрельбе из лука задействуют все группы мышц, все тело работает, когда ты стреляешь именно, допустим, руки, спина, ноги, все работает. То есть визуально кажется, что работают только руки, пальцы и все. На самом деле работает все тело. Да, все тело работает. Ну вот смотри, у нас сейчас тут стоит очень много визуально как будто бы разных орудий, да, я бы сказала, да? Расскажи немножко про разницу, в чем, может быть, какие-то преимущества одного от другого. У нас у всех фирмы разные. Вот, допустим, есть классический лук, есть блочный и вот весь прицельный. Вот сейчас, например, я вам покажу американский лук. Давай. Это фирма Hoyt. GMX-3 называется. Он плечи воявец. Вот. Это, если говорить о разновидности, это какой лук? Это классический, это олимпийский вид. Вот это классика? Да, классический лук. И сейчас дальше, Америка? Американский, да. Сейчас дальше покажу. Давай. Вот и есть блочный лук. Это тоже американская фирма, тоже Hoyt. Разницу мы видим, он меньше? Из-за того, что тут есть блоки, называется блочный лук. Вот это блок? Да. Там такого нет. Вот сегодня поступила новость, то, что блочный лук уже входит в олимпийский вид. А до этого был только тот? Да, только классический. Классический. Хорошо. И еще варианты есть? И есть еще бесприцельный. Вот. Тут уже, заметьте, тут стабилизаторов нету, прицела нету. Чисто вот стрелами только целятся. Теперь поговорим о сложности. Самый легкий лук, из которого стрелять могут начинающие, это? Для начинающих, я думаю, что это классический. Я думаю. Несмотря на то, что он самый большой, громоздкий, да? Да, я сама начинала с классического, поэтому у меня такие вот. Поэтому тебе так проще говорить, да? Остальные модификации это все то же самое, да? Просто вот визуально кажется, что они все разные. Да. На самом деле, в принципе... У всех работа разная, потому что у всех под себя делается именно подгонка лука. Размер или что подгоняется? Да, вот плечи, например. Плечи, они подгоняются. Есть тяжелые и легкие плечи. Они все разные. Если говорить про стрелы, там они все одинаковые или там тоже бывает разница? Там стрелы делятся по жесткости. Там 600 есть, 500, вот все такое. А жесткость стрел на что влияет? Жесткость на полет именно, жесткость. А стрелы делятся на карбоновые, на алюминиевые. То есть это отдельный мир, здесь очень много нюансов, нужно понимать, да? Ну хорошо, но если все-таки мы говорим о том, что кто-то, допустим, из наших телезрителей захочет начать заниматься таким видом спорта, то мы берем самое простое, это классический лук. И какие стрелы? Стрелы, алюминиевые, карбоновые могут подойти. Хорошо. Еще такой момент есть. В любом виде спорта тот или иной инвентарь, он иногда
знаешь, ну, изнашивается. Ну, то есть вот футбольный мяч условно может там служить тебе там определенное время, да, там, допустим, ракетка для тенниса, ее тоже нужно постоянно менять. В этом виде спорта, вот если у тебя есть лук, у него есть срок так использования или нет? Конечно, есть. Вот, допустим, мальчик пришел в секцию стрельбы из лука, да, где-то в лет 15-16, и он все равно где-то к 19 годам он уже выше становится и сильнее. Тогда у него лук уже тяжелее будет. Но новый лук покупает, плечи, стрелы, уже все такое разное. То есть, Да. если человек растет, соответственно, и лук растет, да? Да. Ну, а в целом, если, допустим, вот ты уже взрослый человек, навряд ли ты уже вырастешь, да? И вот с этим луком ты всю жизнь можешь идти? То есть спортсмены хранят его вот как один, единственный и неповторимый, или все равно нужно постоянно менять его? Ну, я думаю, что хранят. Ну, то есть можно, по сути, Да. заниматься... Там просто под себя можно поэкспериментировать. Мгм. Хорошо. Но сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы, конечно, поговорим немного о теории, но нам важна практика. Вообще посмотреть, как все это работает, как это все взаимодействует. Ну и, конечно, получить мастер-класс от наших спортсменов республики. Это просто необходимо. Поэтому переходим к практической части. Испытано на себе. Итак, мы переходим к практической части. И в этом мне поможет студент 3-го курса Али. Знакомьтесь. Али, здравствуй. Здравствуйте. Вот из чего состоит лук вообще? Так, ну, это мой личный лук, профессиональный. Он состоит из... У него очень много деталей. То есть синее железное основание, так скажем, это рукоятка, за которую мы держимся, когда стреляем. Верхнее и нижнее плечо, которое держит тетиву, это вот веревка посередине. Система стабилизации, вот Вот это? передняя палка. Ну, это почти как на боковые. видеокамерах, стадикам, Да, к примеру, плюс-минус. да, То есть это для того, чтобы лук не... Чтобы лук не вибрировал и чтобы правильно распределить соотношение веса в луке. Вот так вот, да? А Да. вот эти штучки, это что такое? А вот это у нас прицел, то есть он стоит на планке. Вот есть мушка, красная точка, в которую мы целимся в классическом луке. Вот. И она тоже перемещается, да, вверх-вниз? Да, она регулируется вот щелчками. То есть мы поворачиваем вот эту часть, она двигается вверх-вниз. Потом мы поворачиваем вот эту часть, она двигается влево и вправо. Короче говоря, мы отсюда смотрим в эту мушку. Да. И должны попасть вот туда. Должны попасть в десятку. Должны попасть вообще хотя бы куда-нибудь, да? Хотя бы куда-нибудь. Но желательно в десятку, скажем. Так, подожди. Вот главное сюда смотреть, да? Да. Это все упирается, это в ногу, это... Куда, что куда упирается? Давайте я покажу. Ага. То есть мы заряжаем стрелу в седло. Вот это седло. Это седло, куда вставляется стрела. Об этом мы тоже поговорим чуть позже. То есть потом мы беремся 3 пальцами. То есть получается между указательным и средним пальцем у нас находится вот здесь хвостовик. Вот мы беремся 3 пальцами. Именно 3. Да, именно 3. Потом левой рукой мы упираемся в рукоятку. Тут есть специальное место. Поднимаем лук и все, растягиваем его. Так, кажется, что это так легко, на самом деле. Чтобы вы самом понимали, деле- вот эта вот штука, вот он натягивает, а я вот даже оттянуть ее не могу практически. Вот посмотрите, я ее 2 руками-то не оттяну, а у него это все так плавненько, как будто бы здесь нет никакой напряженности. Да, но это тоже же бывает тугой, бывает послабже, да? Это тоже регулируется под каждого человека. То есть, ну, у меня крепкое телосложение, могу сказать. Сила натяжения моего лука 24-25 килограмма. Вот. А для ученических луков, то есть люди пришли, чуть-чуть позанимались, там сила натяжения, ну, максимум килограмм 10, скажем. А у тебя 20? 24 килограмма. А максимально сколько? Максимально допустимый вес, как я знаю, ну, это 60 фунтов. В килограммах это 27 килограмм. А, где-то. то есть у тебя почти максимальное натяжение, да? Ну, да. Классно. Можно так сказать. Так, хорошо. Ну, то есть, по сути, вот классический лук, он из этих частей состоит. Задача натянуть стрелу, ну и попасть в мишень, да? Да, Логично? натянуть, прицелиться, сделать технику выстрела и попасть.
Что-то мне подсказывает, что сейчас я типа все понимаю, но на самом деле чуть позже руки точно дружить не будут ни с этим, ни с этим. Хорошо. А вообще, я очень много читала про это, да, и тут говорят же, самое-то главное еще и как ты встанешь, да? То есть Да. стойка. Стойка лучника, она тоже у всех индивидуальная. То есть Допустим. она начинается с ног. Можно ставить ноги на ширине плеч, можно правую ногу дать чуть вперед, можно дать ее чуть-чуть назад, можно вообще вот развернуться к мишени лицом. То есть это тоже каждый тренер выбирает под своего спортсмена. То есть нет такого четкого регламента, что надо стоять вот так, или правой ногой вперед, или левой ногой, да? Нету такого регламента. Ага. Но вот ребята в основном все в большей степени, я смотрю, они стоят левой ногой вперед, да? Потому что они все правши. Если ты стоишь правой ногой к щиту, то значит ты левша, значит ты будешь держать лук правой рукой, и он будет у тебя работать совсем по-другому. Ну вот смотри, мальчики стреляют на одном уровне с девочками, да, то есть в этом виде спорта нет такого, да, гендерного как будто различия, да, то есть спортсмен, он и спортсмен, да, Да. то есть у них в принципе задача одинаковая, да? Да, одинаковая. Выполнить технику, попасть в десятку. А ты как выбрал этот вид спорта? Я в этот вид спорта пришел в 2017 году, когда им начала заниматься моя мама. Я просто последовал за ней. Вот так. А мама с чего вдруг пришла заниматься в такой вид спорта? Ну, я из города Вилюйска, где не очень много секций для взрослых. И у нас открылась секция по стрельбе из лука резко на базе ее работы. И ее пригласили один раз, она сходила попробовать, и ей тоже очень понравилось. Вот так, то есть, можно сказать так, случайно, да, ты выбрал, а сегодня Да. это уже твоя будущая, так сказать, наверное, профессия, да? Это моя настоящая профессия. Настоящая профессия. Да. То есть ты собираешься быть именно спортсменом или преподавать хочешь? Ну, я больше хочу быть спортсменом. Спортсменом, да? То есть Да. впереди у тебя, наверное, какие-то большие старты будут. Да, у нас в данное время у нас близится первенство России, будет в июне месяце. И в конце августа месяца у нас будет первенство мира, на которое хочется отобраться. Вот так, да? А вообще в целом наши лучники крутые? Да, у нас есть очень много сильных лучников. Это Тимофеева Кристина. Она занимала 4-е место на Олимпийских играх. Была многократной чемпионкой России, чемпионкой мира. Степанида Артахинова, тоже блочница. Двухкратная бронзовая призерка Паралимпийских игр. Также много блочников, классиков, которые показали себя на мире. В данное время у нас одна из ведущих спортсменок – это Тарьярова Мария. 2 месяца назад она заняла бронзовую медаль на чемпионате России, съездила на чемпионат Европы и довольно хорошо отстрелялась. Ну, то есть у нас такие яркие звезды, ну и, соответственно, есть на кого посмотреть, На кого равняться. на кого равняться, да. Ну и, собственно, давай или уже попробуем меня куда-нибудь пристроить, да. Я понимаю, что, возможно, это будет нереально. Но для начала, конечно, про технику безопасности поговорим, потому что это, мне кажется, очень важно в этом виде спорта. Да, потому что это опасный вид спорта. Если вдруг вас попадут, у вас, ну, будет плохо вам. Синяк или будет дырка? Ну, будет дырка. Дырка будет даже так? Но соблюдать технику безопасности, и ничего из этого не произойдет. Так, ваш тренер сказал, что надо убирать волосы первым Да. делом. Первым делом это надо убрать волосы, потому что когда вы растягиваетесь и стреляете, они могут зацепиться за тетиву, Вот так. их может вырвать. Не дай бог остаться без волос после очередного выпуска. Испытано на себе Теперь дальше. вторую очередь. Что надо Давайте сделать? мы прикрепим вашу одежду Куда? вот обычной прищепкой. Чтобы скажем, что? Чтобы тетива также не зацепилась за вашу одежду. Еще один вариант. Если да, вы есть? посмотрите на меня, вы увидите, что у меня обтягивающая футболка, обтягивающие шорты, чтобы ничто ни за что не зацеплялось. А то вариант есть улететь вместе со стрелой. Да. И получить синяк. Вот видите? Ай, сухихоньки-хахоньки. Еще какие варианты тут у вас есть? Так. Себя обезопасить. Экипировка лучника. Давайте посмотрим экипировку лучника. У нас есть защитная крага. Она защищает, получается, вашу левую руку от удара тетивой. Сейчас мы ее оденем. Куда? Вот так? Да, сейчас Вот так? всовывайте левую руку. Крага? Крага. Вот сколько новых слов сегодня узнала.
Крага. Да, Вот сюда, то есть, может прилететь? да. Когда вы стреляете, тетива может ударить по вашей левой руке. Тут, знаешь, волосы накрутятся, одежда запутается, тетива ударит, понимаешь? Когда как-то даже уже страшно начинать. Так, это что? Так, дальше у нас есть нагрудник, Тоже, чтобы защищать? тоже чтобы защищать, А ну, от названия понятно, защищать грудь, левую часть груди. С ней тоже может что-то произойти, да? Да, тетива тоже может по ней ударить. Вот так вот. Так, сейчас А вот смотри, все, ну, натянул тетиву, ну, выстрелил. Хихоньки-хахоньки. Вот. И главное, только левую часть, да, вот сюда? Да, Ага. потому что правая часть не взаимодействует с луком. Так, хорошо. Так. Еще все такое модненькое, с рисуночками, да? Модненькое, стильненькое. Дальше Так. вот давайте мы возьмем напальчник. То есть тоже... Смотрите, какой крутой напальчник. Тут какая-то и замша, и кожа, и какие-то железки. И Да. тут еще. А я теперь Напаль- и вопрос, а где пальцы? Так, напальчник он одевается, то есть вы просовываете средний палец Сюда. вот сюда и затягиваете веревку, скажем. Напальчник нужен для того, чтобы защитить пальцы от схода тетивы с них. То есть вот, ну, если вы посмотрите на профессиональные пальцы лучника, они все, мозолях. они все в мозолях, да. То есть даже с напальчником у нас все равно появляются мозоли, и достаточно часто они кровоточат. Вот так вот. Жесткий вид спорта. А смотрите, здесь вот железяки, они тоже все движутся, да? Болтики какие-то. Они нужны, чтобы настроить напальчник под анатомию вашей руки. Даже здесь такие нюансы. Только посмотрите на это. Кто бы мог подумать? И такие есть. Все, мы готовы? Да, мы готовы. А Можем начинать А стрелять. что за сумочка? Так, данная сумочка называется колчан. Она нужна для переноски стрел, чтобы у вас стрелы всегда были под рукой. И для того, чтобы носить с собой маленькие инструменты. Ну и помодничать немножко, да? Да, Всякие брелочки повесить-то надо, да? А вот зачем вам маркеры? маркеры нам нужны, чтобы подписывать стрелы. То есть на соревнованиях всегда проверяют, подписаны у тебя стрелы или нет. Там должны быть твои инициалы. Где здесь? Здесь данные стрелы не подписаны. А смотрите, вот эта стрела стандартная? Да, это стрела для ученических, для учеников, которые только пришли на стрельбу из лука, чтобы попробовать. А длина имеет значение? Длина, да, она подбирается под каждого человека отдельно. А, да? Это короткая? Это, Классическая? Длинная? средняя. 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 А почему такая легкая? Все стрелы такие легкие, да? Да, все стрелы, как Николь раньше сказала, стрелы отличаются по жесткости, то есть по толщине слоя. И чем толще слой, тем стрела тяжелее. Но она не намного тяжелее будет, чем данная стрела. Какова вероятность, что я попаду куда-нибудь? Смотря куда вы хотите попасть. Если вы хотите попасть в себя, то вы точно в себя не попадете. Слава богу, хотя бы А так, в да? десятку, я думаю, пару раз вы попадете сегодня. Правда? Мне кажется, получится. Ну да. вот для этого и есть сможем. программа «Испытан на себе». Так, это надо надевать? Да. Давайте Хорошо, мы давай. закрепим. Колчан у нас крепится на пояснице. Так, давай. Испытано на себе. Так, Али, вот держу, значит, лук. Что дальше? Так, давайте начнем с азов. Это, то есть, стойка. То есть, получается, мы встаем левым боком к нашей мишени, чтобы наше плечо смотрело ровно на в десятку нашей мишени. То есть ноги ставим на ширине плеч. Поставила, Вот. да. И встаете левым боком к десятке. Левым боком десятка. Там То есть- оператор стоит. Сейчас мы в него попадем, по-моему, в десятку точно. Так, смотри, дальше что? Я руку вот так вытягиваю, да? Да, левую руку вы вытягиваете в Тяжело сторону держать. А мишени. как вы так долго лук держите? Я вот только подняла, мне уже тяжело. И так надо держать очень тяжело. Руки-то слабые. Так, хорошо, это Да. мы дальше что делаем? Дальше мы беремся вот 3 пальцами. Вот здесь мы можем пальцы, да, вот так вот прижать друг к другу. Работает только 3 пальца, да? Только 3 пальца. Указательный, средний и безымянный. Беремся вот за гнездо, растягиваем его без страха. А вот так? Да, растягивайте, растягивайте. То Мамочки. есть вот эта рука у нас должна примыкать
Ну вот, к подбородку, вот здесь вот. Ой, мамочки, руки уже устали, господи. Я еще ни разу не выстрелила, а у меня уже все тело болит, понимаете? Это только кажется, что это все смешно. На Это самом всё деле, легко и просто. вот эта рука уже онемела, эта рука онемела, туловище все напряглось, ноги уже как будто в пол у меня вросли, но надо испытывать дальше на себе. Итак, ой, что-то тут цепляется. Дальше что? А вот это куда упирается штука? Никуда? Она стоит на весу. Когда вы вытягиваете руку, она вот должна находиться на весу и просто... А я смотрю вот в эту штучку. Да. Эта вот штучка должна среднюю быть в точку. желтом? Она должна быть в центре всей мишеньки. в А я десятке. правым или левым глазом смотрю? Целиться надо правым глазом. Правым? Да. То есть левый глаз вы закрываете, Ага. вот, и правым глазом целитесь. Правым. Там вот стрелы летают, людей уже нет, а где стрелы летают? У нас не прилетит? Нет, у нас не прилетит. Вправо стрелы улететь никак не могут. Ну и Логично. у нас лучники профессионалы, так что они ничего А то нам не как-то сделают. опасно, там сзади-то вон стреляют, а мы тут стоим. Так, ну хорошо. В общем, смотри, а стрела между вот этими двумя пальцами, да? Да, получается вот в свободном месте напальчника должен зажиматься. Сюда делаю, натягиваю. А отпускать-то как? Отпускаю где, в этой стороне или... Отпускать надо, то есть вы растянуты стоите. До и подбородка когда дошла? вы готовы, вы просто раскрываете пальцы. То есть, Просто пальцы? ну, А стрела куда должна, когда улететь ты? Куда? то есть, ну, вы стоите растянуты, и когда вы... Поставьте пока лук. чтобы рука не Да. встала. Как его ставить-то? Вот между пальцами Ага, кроссовок. все. То есть вы растягиваетесь, и когда вы готовы, вы, то есть, отпускаете пальцы правой руки и проводите рукой по шее, вдоль шеи. То есть, Вот так еще? да, вот. Вот так, до сюда дотянулась, здесь просто отпустила пальцы? Да, отпустили пальцы и проводите по шее, вдоль шеи. А вот эта штука куда девается? А лук, получается, плечи лука, они выталкивают стрелу. Вот так типа, да? Да. Ну, не делайте так лучше без Ага. стрелы. То есть плечи лука, они выталкивают стрелу, и стрела залетает в мишень, если вы все сделали правильно. Итак, надо быть все-таки, лучнику надо быть метким или сильным? Надо совмещать и то, и другое. Понятно. То есть и сила должна быть физическая, и меткость, и И ум. ум, и техника, Так. и много-много всего. Так можно долго перечислять. Да. Итак, что, пробуем? Давайте начнем. Так, погнали. Так, вы встаете, Встала. получается, так. Корпус поверните в сторону мишени. Ага, Так, подождите, давайте мы стрелу сначала зарядим. давай. Так, как бы ее не запустить раньше времени? Не запустите, все будет Да? хорошо. Так, поехали. берите за стрелу. Вот эта вытаскивайте. стрела. Да. Куда ее Так. вставляем? Вы вставляете ее на полочку. Полочка? Полочка — это место, где стоит стрела. Вот эта полочка. Да, вот. Ага. Получается, вы ее заводите внутрь и крепите в гнездо, в седло. Вот. Это седло. Это седло, из которого стрела просто так не выйдет. Мгм. Вот так сюда делаю. Да, получается, берете с 3 пальцами. Ой, 3 же, точно. Да, так прижимаете. Страшно как. Так, все, давайте, поднимайте лук. Страшно. Я как будто стою с каким-то огнестрельным оружием. Огнестрельное оружие — это просто на курок нажал и до свидания, все. А здесь еще надо соображать. Здесь надо еще подумать немножко. Да, тут еще надо с координацией хорошо владеть, чтобы одна рука работала, другая держала, глаз туда смотрел в мишень, тут все натягивалось, рука куда-то уходила, а вот теперь надо все в кучу. Ну, Али, Так, давайте, закрывайте левый глаз. Все будет хорошо. Я с вами так, рядом, поехали. поэтому ничего не Закрываю случится. левый глаз. Закрыли. Поднимаете левой рукой лук. Да. Примерно ставите мушку в желтое, то есть в десятку. Так, и растягиваетесь и прикладываетесь рукой к подбородку. Тяните, 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 тяните. Тяжело. Еще. Надо еще растянуть. И Так, и когда вы готовы, цельтесь в желтое, и когда вы готовы, просто отпускайте лук. не могу отпустить. Не бойтесь, тут ничего страшного нет. А я отпустить не могу, Али.
Руки дрожат от страха. Расслабьте просто вот правую руку. Ой. Ну вы попали. Несмотря на все, вы попали в мишеньку. Ой, мамочки, я сама не поняла, как она вылетела. Но почему-то я целилась-то в желтое, но попала в черное. Потому что вы начинающий лучник, вы только пришли. Ой, мамочки, у меня аж, кажется, давление поднялось. Я не ожидала, что я вообще попаду в... Вот большой вот этот квадрат, как называется, стенд это или Щит. как? Вот в этот щит я вообще не Называется планировала. А я попала в черненькое. Вот так. Вы попали ровно в четверку. Это не самый худший вариант. Худший вариант... Самый худший вариант это мимо. И такое бывает, да? Да, некоторые промахиваются. У меня ноги дрожат, товарищи, руки дрожат, все дрожит, это непередаваемое ощущение. Но вот если бы я не попала, на этом бы мой эксперимент завершился. Но так как я попала, мне хочется еще попробовать. Появляется какой-то азарт, верно? Конечно. И хочется попасть все-таки в желтенькое. Вот поэтому сейчас я уже как опытный лучник буду доставать, все делать самостоятельно. Достаем, Достаем. кладем на полочку. Полочка. На черное место. Ой! Да, привет. Давайте поднимем. Начинается. Ой, блин, а ноги-то как устали, ужас. Ноги, очень сильно напрягаются ноги. Задняя часть бедра. Так, на полочку, подожди, сначала вот сюда. Да, защелкните его, щелчком. Вот так до щелчка. Потом Потом мы должны встать сначала. встала, Получается, ноги на ширине плеч. плечо сюда повернула. Правильно. Тыщ. Так, дальше. Вот Захватили это захватила Тремя пальцами. тремя пальцами. Эти пальцы Мизинец соединила. прижали. Прижала. Закрыли левый глаз. Левый. Али, говорит левый. Даша закрывает правый. Так, левый глаз закрыли. Так, Выпрямляете левую руку. Ставите ее примерно в мишень. ага. Вытянула до подбородка. Да. Прицельтесь правым глазом. Ой. И когда будете готовы, отпустите. У вас неплохо получается, я вижу. Вы попали достаточно кучно. Вы только посмотрите. Я, значит, насколько я меткий человек. Сюда целюсь, а попадаю сюда. То есть есть вероятность того, что у меня вообще в оператора куда-нибудь улетит. Так, хорошо, и движемся далее. Еще смотри, ну может быть какие-то лайфхаки есть Так. лучников? Ну, смотрите. Вы сейчас попадаете все снизу. Значит, мне надо чуть выше брать. Значит, вам надо взять чуть выше, но чтобы не брать чуть выше, чтобы целиться также по желтому, мы можем просто опустить прицел. То есть, Себя обмануть. получается, мы опустим прицел, и у вас полетит стрела выше, чем летела до этого. Давайте попробуем вот еще он раз. что. Так, достаю, профессиональный лучник, кладу вот на полочку, здесь закрепляю, Оп. закрепляю вот здесь, Да. щелкаю, все, стрела на месте. Вот это только рука устала. У вас, короче говоря, должны быть очень сильные руки, да? Руки, Отжиматься, подтягиваться надо постоянно. руки, плечи, спина – это основные мышцы, которые мы задействуем, когда стреляем. Да, 3 раза выстрелила, уже устала, а вы тут часами стоите, да, так? Ну, в день мы делаем примерно 300-400 выстрелов. 300-400 выстрелов? Да, ежедневно. Ой, завидую я вам даже немножко. Итак, сюда 3 пальца, Для начала ноги, ноги, Да. плечо. плечо в сторону мишени. Так, дальше 3 пальца. 3 пальца. Эти соединила пальчики. Да, правильно. Так, на полочке лежит стрела. Начинаю натягивать. Сначала прям руку туда, Да. мишень туда. Левый глаз закрываете. Я проверяю, каким лучше видно. Так, желтенькую. Натягиваете до подбородка. Прижмите к подбородку. Вот. Цельтесь в желтое и отпускайте. Почти бинго. Почти попали. Уже семерка, уже близко. Так, пока не попаду в желтую, эфир не закончим. То есть, если у нас хрон передачи условно 40 минут, и если надо будет 2 часа снимать, понимаешь? И по-любому я должна в эту желтенькую попасть. Ну, Стрелы попадем. закончились. Сейчас. Еще отпустить Давайте мы хотите? поправим прицел. У вас летело чуть выше, поэтому мы поднимем его. Так, сейчас я достану вам стрелы. Давайте. Слушайте, но сейчас нужно, наверное, поделиться эмоциями.
Для начала я хочу вам сказать о том, что для меня это был вообще какой-то отдельный мир. Я не понимала даже, куда руки нужно вставить, как натягивать. Я никогда в жизни этим не занималась. И, знаете, вот первые эмоции, когда вылетела первая стрела, я была вообще восхищена тем, что я смогла с этой конструкцией познакомиться хотя бы. То есть она хотя бы вылетела, слава богу. Не в обратную сторону, ни налево, ни направо, а хотя бы вылетела. Ну а далее действительно появляется некий азарт, понимаешь уже, как работает лук, что нужно сделать тебе для того, для сего. Ну и, конечно, с опытным наставником, когда тебе здесь все подкручивает, все дела, очень хочется попасть прям в желтенькую цель. Ну, как я сказала, будем стараться. Испытано на себе. Али, вот мы немножечко отвлекли ребят от тренировки, потому что я увидела, я стреляла вот на такую мишень, да? Да, это мишень для 50 метров. Она больше по размеру, больше по диаметру. Мишени у нас различаются по дистанциям, скажу так. Есть мишень для 18 метров. На 18 метров мы стреляем в такую мишень, которую лучники привыкли называть светофор, из-за 3 кругов. В каждый круг стреляется по одной стреле, и то есть за один подход делается 3 выстрела. Далее Раз, два, три. Да, раз, два, три. Ну, последовательность каждый выбирает под себя. Кто-то То есть начинает. можно отсюда туда? Можно отсюда начинать, потом вот эти 2. Можно вообще снизу вверх идти. Смотрите, по количеству проколов понятно, что сюда стрелял опытный товарищ, да, потому что все время в желтое попадает, видите? Да. Синяя, красная почти не задета. Да. Хороший студент. Так, Дальше с 18 метров в зимней дистанции мы переходим на самую близкую летнюю дистанцию. Вот это? 30 метров и 50 метров. То есть можете заметить, что здесь круг десятки больше. То есть сама мишень становится больше в разы, чем мишень на 18 метров. И она становится одна. То есть летом мы стреляем по 6 выстрелов за один подход. И все 6 выстрелов делаются в одну мишень. а вот это всегда такие, да, вот эти стенды? или как вы называете? Щиты у нас Щиты. делаются из изолон-блока. Это, если я не ошибаюсь, утеплительный материал вроде бы. Да. Ну такой, и он всегда вот такой разноцветный, да? Да, потому что это разные материалы всегда. И то есть он взаимозаменяем. Если вот, допустим, какой-то материал у нас сломался, мы просто его достаем. А блоками, и да, вот так? Да, такими вот блоками мы их достаем и вставляем новые блоки. Понятно. И щит обновляется. Давай. Так, давайте берем стрелу, как обычно. Циклическое повторение, одинаково. Так, сюда ставим, Вставляем ее в гнездо. щелкаем. Захватываемся 3 пальцами. Так, захватываемся 3 пальцами. Эти пальцы прячу сюда. Вот здесь захватываемся. Под А, да? хвостовик. Ой, я, кажется, не там, да? Так. Так, здесь делаю так. Здесь прячем пальцы. Спрятала. Поднимаем лук левой рукой. Левую руку выпрямляем сразу. Ставим мушку примерно в желтое. Растягиваемся. Так. Прижимаем руку к подбородку. Все, целимся и делаем выстрел. Та-дан! Та-дам, вы попали в 8. С каждым выстрелом все ближе, Ближе и и ближе. ближе. Все ближе Так. и ближе к желтому. Я должна попасть. Знаете, я вообще думала, что я действительно вообще никуда не попаду. Никогда в жизни. Я не думала, что это реально. На самом деле это реально. Я уже без рассуждений делаю все самостоятельно. Итак, чуть-чуть отдохну. Рука устает очень сильно левая. Поднимаем, Поднимаем, выпрямляем, поворачиваем, смотрим. натягиваем. Прижимаем правую руку к подбородку. И когда готовы, отпускаем. Ой, А что-то пошло не так, видимо. что-то пошло не так. Вы научились более-менее стрелять, и у вас уже начали появляться ошибки в технике. Да. То есть в данный момент вы взяли и прямо перед самым выстрелом отпустили руку чуть дальше, и потом только отпустили. А, то есть я ее сюда увела? Да. Перед лицом. А надо было оттуда отпускать? Надо было также прижать ее к подбородку и отпустить с этого места. Вот так, да? Появляются нюансы, товарищи. Так, хорошо. Ваши стрелы летят направо, поэтому, с вашего позволения, мы чуть-чуть поправим ваш прицел. Такой вежливый ты. Молодец. Так. Ну-ка, вот сюда поставили 3 пальца, эти зажали пальцы. Ноги на ширине плеч, Ноги на ширине плеч, повернулась. повернулись. Спину держу, плечо, Плечо, руку вытянула. так, растягиваете.
Прижимаете руку к подбородку. Почти. Ура, ура, ура. Али радуется вместе со мной, потому что он уже близко. хочет закончить этот Нет, выпуск почему? программы «Испытано на себе». Почему? Но я почти, еще чуть-чуть осталось. И будет Еще чуть-чуть. Мне кажется, Будет радость. в Сейчас. этот раз мы точно третий попадем. заход, да? Третий заход. Так, Бог хорошо. любит троицу, как Да. говорится. Сейчас все подкрутит еще. Ой, Щас, столько щас. позитивных эмоций, такой адреналин, товарищи, прям столько радости. Ой, и жарко становится, и в пот бросает. Но именно вот эти эмоции, которые получаешь ты в моменте, когда Когда стрела стреляешь. улетает, да, думаешь, вот оно счастье, вот он кайф, который, наверное, испытывает каждый профессиональный лучник. Да. Это вообще круто. Так, давайте. пальцы зажала, все сделала. Ноги на ширине Ноги на плеч. ширине плеч. Правильно. Повернулась. Правильно? Да. Получается. Все да, сделала? Все правильно. Так, делаю так. Выпрямляете левую руку, Так, совмещаете мушку с мишенью, есть. растягиваетесь, Подбородок. подбородку, и когда готовы, отпускаете. Да, у нас это получилось. Попали в желтое. Товарищи, я это сделала. Попала, с какого там раза-то? 6? Седьмого, получается, Седьмого раза раза. я попала в мишень. Но это была маленькая дистанция, да? Это была дистанция 3 метра, на которой мы, профессиональные лучники, разминаемся обычно. Ну вот, вот вам ребята уже подальше стоят. Ну что, дорогие друзья, в принципе, подведя итог нашего выпуска сегодня, стрельба из лука – это, конечно, уникальный вид спорта, да, но не зря он у нас находится В Олимпийских в играх Олимпийских играх уже, по-моему, если не ошибаюсь, 1900. 72 года, Вот если так я вот, тоже да. не ошибаюсь. И сегодня можно подвести итог, что лучники – это действительно спортсмены с высоким интеллектом. Да, Здесь надо с думать. высокой сосредоточенностью. Сосредоточенностью. Это очень спокойные, сдержанные, внимательные и, самое главное, физически крепкие товарищи. И вот Али яркий тому пример. Посмотрите на его телосложение. Вот лучник должен быть все-таки в теле, а не как вот ведущая программы «Испытан на себе» пришла. Ну и то получилось, Не товарищи. то. Стрельба из лука – это вид спорта для всех возрастов, всех людей. То есть, ну, можно подобрать лук под любого человека. Хоть ты даже слепой. Даже слепые стреляют из лука. Вот так Али поддержал меня, то есть даже если бы я была слепая, и так бы попала, да? Да. Ну здорово, спасибо большое тебе, Али, мы желаем тебе достижения своих целей, которые ты уже Спасибо поставил большое. перед собой, ну и, конечно, побед на спортивных мероприятиях, и, конечно, чтобы стоял ты на пьедестале обязательно Спасибо всегда. большое. Я думаю, у тебя получится, потому что терпение у него невероятное. Вытерпев меня, показав мне все спокойным языком, это сразу видно, такой очень хороший и грамотный спортсмен. А мы увидимся уже скоро. Смотрите в выпуске «Испытано на себе». До новых встреч! Испытано на себе.